отправить в Германию, но не успели. Поэтому bizni boşalttılar, прямо Шкратов'da лагерь yasadılar, şunda biz boşandık. Bizde şu vakitte bizning salonda 350 человек edi. Почти iş ilişi Tatarlar edi. Леговодан, Володарскидан, под Ленинграда, вы знаете. И вся эта у нас Новая Петрия, в Новом Петрогове жила, и Старый Петрогов, и всех нас собрали, кто не успел, немец нас оккупировала, убежать не успели, и все попали все в это шалон. А потом şu şalonda hatta bizimle bir naçar işlemediler. Eytirgah yok. Lager yasadılar, stalava işlediler, aşattılar, işlediler. No bir köp Tatarlar idi şu vakitte biz tanıştık. Şu vakitte durup bizge подходит. Именно меня, да, тағын менің olan немец тілін біледі бір қызға. И он подходит и говорит: я знаю здесь местные татары. Хотите, я вас познакомлю? Мы говорим: да, пожалуйста. Ну вот, это татары жили тогда около Кришен-Барона и Раймуса. Была там чайхана. Вот они с этим чайханом, значит, заведовали свою семью, и все, и еще был здесь очень грамотный, строгий мулла. Ну вот, это мулла, нам встретить пришлось, потому что у меня как раз спросила, перед отъездом похоронила мама Гатчина. Мы в Гатчину в лагере были, в концлагере. Ну вот, тогда я похоронил, не успели мы все почитать то, что нужно. И тогда вот, когда нам дали уже где ночевать, жить, мы этому мулла пригласили, и все, то, что нужно, сделали, то, что надо было. Ну вот, это мулла, конечно, оставаться здесь не хотел. Он уехал в Германию. А единственное, кто остался, это Рамазан Авзи, который у нас в нашем кладбище спит сейчас. Очень грамотный, очень добрый, очень хороший человек был. Вот мы познакомились с ним, вот это он чайхана держал. Ну вот, и семья тоже не осталась никто. Они считали, что раз мы из России, не имеет никто никакое отношение, все коммунисты. И поэтому, знаете, совершенно с нами встречаться не хотели. Только осталось Рамазан Авзи. И осталось еще несколько семья здесь, которые уехать не могли, они очень жили очень бедные. Еще Ахмед Авзи я знала, он сапожником был. Ну вот, таким образом мы начинали здесь в Рим жить. Сначала, конечно, нам дали целый год, пока русские не пришли, где жить, место, лагерь. А потом, вы знаете, что сказали, что когда роспись 14 октября в 1944 году пришли наши русские, тогда уже они сказали, что где квартиры свободны, занимайтесь, здесь жить нельзя. Мы в товарной станции жили тогда. Ну вот таким образом я жила вот до тех пор. Я с 17 года, сами считайте,